Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна. Мой канал для любителей искусства и музыки. Это видео продолжение предыдущего видео, где композитор Рашид Зиганов рассказывал о создании первой симфонии, как ее понимать, о чем она. Кому интересно, ссылка под видео. А в этом видео он расскажет, Рашид Рахимович расскажет, как создавалась вторая симфония. Какие события в нашей стране и в его жизни подтолкнули к написанию симфонии номер 2. Тема симфонии – религия. Автор поделится своими размышлениями и чувствами в период написания. В современном мире разговор о религии небезопасен, и я заранее прошу извинить, если будут задеты чьи-либо чувства. Вторая симфония родилась в довольно-таки интересный период, когда в России все заинтересовались религией. Мы же были все в свое время, это 94-й год. Мы были все неверующие, церкви все были уничтожены, и вдруг у нас, появился повальное увлечение различными религиозными убеждениями. Причем в Башкирии различные конфессии существовали, но только из тех, которые есть. Наверное, это ислам, православие, но в принципе и иудаизм, и буддизм. У нас рядом республика буддистская, Калмыкия. Так что, в общем, начали функционировать все религии, и я всегда интересовался религиозной темой, но считал, что писать симфонию на эту тему, наверное, не так будет интересно. Но после поездки в Турцию я вдруг обратил внимание, что там вообще постоянно молитва, постоянно кругом мечети. И такая сложная философская проблема меня захватила. Я изучал все религии, начал с изучения Библии, Ветхий, Новый Завет, Коран. Но и все эти процессы реализовались в таком произведении, как Вторая симфония. Ее название «Символы веры». Она состоит из 3 частей. Каждая часть отражает суру Корана. Первая часть – это хвала, ритуал мусульманской молитвы. Пение суры Корана символизирует глубокую веру человека. Я отобразил пение муэдзина, который просто записал на видеокамеру, звук остался, как это мелодизирует в странах постоянной традиции исламской. Мне потом приходилось ездить и в Арабские Эмираты, и в другие страны с глубокими постоянными традициями. Но оставался вопрос, нужна ли религия человеку образованному? Ведь в основном религиозными людьми являются люди без научной подготовки, без какой-то, скажем так, образовательной мощной базы. Они упрощают все свое мировоззрение и считают: так, я буду соблюдать какие-то нормы,
заповеди Корана, и меня вознаградят. Так просто думать. Но я понял, что в России, например, большинство людей, которые обращаются к религии, это, конечно же, люди старые, больные, и им нужно утешение. Когда медицина не может помочь, когда нет здоровья, ты начинаешь искать выход в этой области. Ну и таким образом получается, что религия тоже нужна. И хотя я, в общем-то, не верю в те вот религиозные догматы, которые проповедуют конкретные конфессии, но каждый человек, который не верит, он уже верит в то, что религии нет. Вера в науку, как у меня, это тоже форма религиозная. Да, собственно, наверное, сам марксизм-ленизм, который нам вколачивали в течение нескольких десятилетий, это тоже такая очень жестокая и очень извращенная форма религии. Вера в то, что будет какое-то светлое будущее, и что мы его построим без богатых и образованных, без талантливых, а равноправных, бедных, нищих. Ну, это все какая-то мистика. Такого в природе быть не может. Понятно сейчас, вот я говорю в 21 году, когда видно, что развалилась эта идеология по одной простой причине. Умных людей здесь становилось все меньше и меньше. Они уезжали на Запад, они уезжали туда, где были другие принципы. И, кстати, религия не мешала быть людям богатым, быть людям, скажем, неравным. Ну, конкретно по симфонии так, хвала. Это хвала Господу за то, что Он поддерживает нас в тот момент, когда мы сами уже не способны себя поддерживать. И в этой части я показываю, что Аллах в том виде, в котором его пропагандирует исламская религия, в принципе, необходимый элемент культуры. Вот. Вторая часть – это искушение. Это часть построена на противопоставлении двух тем. Одна тема дьявола, Иблиса, да, она организована серийно додекафона. Звучит очень саркастически. Ну, понятно, что дьявол должен быть отрицательным, а в искусстве звуков почему-то отрицательной считается такая очень жесткий язык, серийный, додекафонный. Ну и мне показалось это уместно, значит, связать дьявола с абсолютно точной математической моделью. Дьявол – это чистая математика, чистые алгоритмы и чистые, значит, чистые бесчувственные формулы. Но противоположная тема как раз наоборот. Это тема Зарифы, девушки, которая воплощает в башкирских сказаниях греховное женское начало. Всегда там, где есть религия, есть неправильное, извращенное понимание любви, как чего-то постыдного. Любовь – это что-то такое, ну, нехорошее. Оно должно быть строго регламентировано. Но регламентировано по-разному. Значит, в православной религии, если у тебя вторая жена, соответственно, ты нарушаешь заповедь религии, и тебя Бог накажет. В исламе, если ты плохо относишься к 4 женам, или сколько у тебя их, то тебя тоже Бог накажет. А если ты одной жене подарил бриллиантовое кольцо, как в Арабских Эмиратах, то ты обязан подарить всем 4 бриллиантовое кольцо или всем 4 Мерседес. Ну так выглядят, значит, законы отношения к
браку и к женщине с точки зрения ислама. Но Зарифа – это свободная женщина. Само музыкальное оформление написано в форме такого очень ультрагротескного, очень кокетливого вальса. Вальс вообще в прежней эпохе считался очень свободным. Конечно, молодежи покажется, ну что такое вальс? Это же вообще ничего после какой-нибудь, я не знаю, ламбады, где, или в танцах, где изображаются там человеческие пороки, есть такие танцы, да? Где полуобнаженные танцуют. Конечно, вальс не может считаться символом порока. Но вот в те годы и в древние, скажем так, времена получилось так. Искушение у меня вальсирует, и в конечном итоге человек обязан преодолевать. И сама вторая часть, затихая и успокаиваясь, показывает этот процесс, что с возрастом все эти, ну, скажем так, искушения и порывы, они утихают в крови сами, потому что, ну, нет такого темперамента, соответственно, и нет, человек становится порядочным. А вот молодой человек, он якобы непорядочный. Конечно, все это глупость, но так или иначе, вот что передает вторая часть. Да, у меня часто спрашивают, как слушать, как понимать музыку. Ну, симфоническую музыку понимают по-разному. Можно понимать так, как это думает написавший ее композитор. Но я думаю, что каждый ее понимает по-своему, в меру своих убеждений, своих ощущений. Кто-то тонко очень чувствует, кто-то вообще ничего не понимает и ничего не чувствует. Но, значит, если в древние, то есть в эпоху классицизма, допустим, Гайден писал просто симфонии для того, для приема, для светского приема, раута, для обеденная музыка. Поэтому и симфонии все такие очень-очень чопорные. В 20 веке, в 21 веке симфонии тоже могут посвящаться великим людям. Я посвятил ряд симфоний. Ну, Абдрахман я 5-ю симфонию посвятил Муртазе Губайдуловичу Рахимову. Ряд симфоний. Ну ладно, это я поговорю в следующие разы. Мне здесь говорят. 3-я часть это заповеди. Самая масштабная 3-я часть, она быстро передает сложные коллизии человеческой души, метущейся в поисках точки опоры между святостью и пороком, между верой и сомнениями. Часть, которая объединяет две предыдущие части. С одной стороны, хвала Богу и соблюдение норм. Вторая часть, наоборот, искушение. А 3-я часть – это процессы, которые синтезируются в душе любого человека. Вот так выглядит, собственно, значит, эта часть. Можно какой-то кусочек послушать. Вот. Это звучит первая часть. Струнная группа. Она движет вот эти звуки суры Корана, но в нее вплетаются там вот призыв трубы о том, что внешняя жизнь, она более жесткая и остра, и только вера не может решить проблемы людей. А ты высказал в этой симфонии свое отношение к религии? Да, мне кажется, вот это самый правильный способ сказать, какое отношение. Наверное, когда мне будет 90 лет, я тоже попытаюсь обратиться к чему-то сверхмогущественному, если не найду способ быть таким же молодым, энергичным, как сейчас, если не смогу быть здоровым,
Но скорее всего, я не обращусь даже в 90 лет к религии, потому что я буду искать просто химические, физические способы упражнения, йога, лекарственные методы, травы, другие способы сохранения бодрости, духа и вера в науку, вера в биологию, физиологию, химию. Она во мне огромна. Вряд ли я, когда, рассказывая о Боге, о том, что все религии, допустим, они произошли из одного ядра, что религиозные люди не должны враждовать, это и есть мое отношение. Более того, я говорю, религия разделяет людей. Нет такого количества войн и убийств, которые совершили религиозные люди. Большинство войн, не только крестовые там походы, но и движение маджахедов, это все такое самоубийственное и убийственное для людей движение, которое характерно для людей, не понимающие, что первоначально первые религиозные трактаты были написаны еще у шумеро-вавилонян. Все абсолютно явления, которые описывает, допустим, Библия или в Коране, они все уже были за много-много тысяч лет до появления вообще понятия христианства или ислама. Мы знаем такие религии, как зороастризм, знаем религии древних шумеро-вавилонян. Но о чем говорить? А все остальные религии произошли. Мы же видим, что, допустим, и в исламе апостолы те же самые, что и в христианстве. А если христианство, оно враждовало само с собой на протяжении нескольких... Ну, прежде всего, изначально вышли из иудаизма, тот же самый из Иешуа. Но у православных одно, у англиканцев... Ну, в общем, какая-то чушь, я бы сказал, навороченная только для того, чтобы противопоставить один народ другому. Вот это мое отношение к религии, как разделяющей людей. И хотя религия вся едина, это просто первая форма опоры для людей неграмотных, не знающих ничего о строении космоса и Вселенной, но... А вот именно в 90-е началось слияние государства и любой религии. Это вот какова роль религии в стране для властных структур? Каждая власть, она стремится удержаться. Всеми правдами и неправдами она ищет в себе опоры. Но так почти во всех странах случалось, что власть ищет опору в религии, рассчитывая, что заморочит голову людям, люди будут верить и будут хорошо подчиняться, и такими людьми легко управлять. Вообще, религиозный способ управления народом – это очень хороший, но он вступает в противоречие с образовательным процессом. Ведь хорошо образованные люди, они не будут тоталитарно управляться, то есть из одной точки. Такие люди в любом случае будут протестовать, они любого тирана уберут вне зависимости. Я не говорю сейчас ни о ком конкретно, но так в истории случалось, что любой человек пытался держать власть и кончал очень-очень плохо. Народ против него восставал, и религия не могла ему помочь ни в чем. Это со времен египтян и всех религий. Вот сколько цивилизаций помню. Мохенджо-Даро в Индии, арии, шумеро-вавилоняне, все абсолютно кончали одним и тем же. Тиран был повержен всегда. Но почему-то появляются новые желающие быть тиранами. Не знают, какая-то гибельная для тиранов желание, иллюзия. Ну и они используют религию, слабый посох для таких людей в 21 веке. Да, и в 17 году церковь не помогла. Да,
Да, в 17 году. Ну, вот, да, яркий пример, да, того, что Николай, значит, и мощная церковь, и огромная армия. Ну, вот небольшая группа террористов во главе там с Лениным, Троцким. А вот такое явление, как фанатизм в религии, вот в чем причина? Фанатизм, он, скорее всего, существовал всегда в людях. Передается он генетически. Есть люди более склонные во что-то верить, быть преданными. Вот эта вот преданность, это немножко баранье раболепие и фанатизм, оно идущее, это стадный рефлекс. Это, конечно, рефлекс более характерен для низших существ. Для баранов, допустим, вот они преданы своему предводителю, они фанатеют за него и готовы идти за него. Это характерно у всех травоядных. Буйволы можно посмотреть, как, допустим, предводитель буйвола нападает, и все буйволы могут уничтожить целый прайд львов, растерзать его рогами с таким фанатизмом. Но люди, которые имеют образование, не могут сохранять в своей генетике подобные фанатические принципы. Но их можно культивировать, потому что при плохом образовании и при непонимании образование очень часто бывает специально унижено. Учителя получают маленькие зарплаты, ученики ничего не знают из-за того, что учителя тоже ничего не знают. И, в общем, такими учителями легко управлять. И это происходит не только в странах, допустим, там Ближнего Востока, где-то, где часто образование бывает чисто исламское. Это может быть и вполне в православных странах, где образование тоже может быть низким, и передается некоторая преданность и фанатизм. Конечно, фанатизм порой бывает необходим. Необходим, когда грозит опасность стране, нации. Ну, так как вот у буйволов. Стаду грозит опасность, значит, вот нужно, наверное. Но в современном глобальном мире фанатизм, значит, желание на кого-то напасть и победить, конечно, это же какая-то глупость, это какая-то недальновидность. Ведь фанатизм всегда обращается против тех, кто его создает. Очень часто фанатики уничтожают своих кумиров. Ну, на этом, я думаю, достаточно. До новых встреч, дорогие друзья.